На прошлой неделе мы опубликовали рилс, в котором рассказали о том, как глава села Арылах Чурапчинского улуса Антон Янцен по очень странной схеме покупал бульдозер для нужд села. Сразу после этого в личку мы получили угрозу от его брата, Андрея Янцена. В своем письме он предоставил нам выбор. Или мы извинимся и удалим видео, или он донесет на нас ментам. За такие дела можно и срок получить. Потрясал кулаками разгневанный мужчина. Имел ли он в виду под такими делами нас и наше видео? Или своего брата с его мутной схемой, мужчина так и не конкретизировал. А пока мы делаем этот тяжелый выбор, получить срок за видео или извиниться, хотим обратиться к истории этой семьи и как о ней рассказывает русская пропаганда. Глава семьи Андрей Францевич Янцен, потомок ссыльных немцев. Родился в спецпоселении Чекдамын для репрессированных немцев в Хабаровском крае. Сталин ссылал туда этнических немцев со всего Союза только за то, что они немцы. Во время Большой сталинской операции против этнических немцев в 1937-38 годах в Приморье НКВД расстреляло не менее 81 человека. Всего же к 1947 году в Хабаровский край было сослано 680 немецких семей, это более 3000 человек. Сейчас пропаганда рассказывает, что Андрей Францевич приехал в Якутию прямо из Германии, потому что полюбил якутскую девушку. Смешно читать. А семья Янцен как воспринимает эту ложь? Рассказывал ли отец своим сыновьям о бедах, которые постигли его семью? Как по надуманным статьям людей ссылали в невыносимые условия, пытали и расстреливали? Сейчас в России происходит то же самое, что и в сталинские времена. Только тогда под удар попадали люди по национальному признаку, а теперь любой, кто осмелился сказать правду. Вот что удивительно в этой истории. Семья Янцен, которая сама испытала на себе репрессии и унижения, сегодня повторяет те же самые практики. Потомки ссыльных немцев, чьи родители и деды страдали за выдуманные обвинения, теперь сами грозят людям сроками и доносами. История семьи Янцен — это история боли, но, похоже, их дети и внуки сделали выбор не помнить и не понимать. Вместо того, чтобы сопротивляться лжи и произволу, они стали его частью. И если отец семьи Андрей Францевич действительно рассказывал своим детям о том, как его народ безвинно гнали в лагеря и спецпоселки, то очень жаль, как легко его потомки забыли уроки собственной семьи и встали в ряды тех, кто давит и угрожает другим.